Здравствуйте, дорогие коллеги. Приближается съезд учителей, второй съезд учителей якутского языка, литературы и культуры. Этот съезд проводится в рамках принятия 30-летия в Республике Саха-Якутия закона о языках. Но это, будем считать, основное мероприятие в рамках 30-летия нашего закона. План мероприятий, посвященных этому съезду, утвержден. Там были предложения, они пока не учтены. Я думаю, что в план войдут изменения. Если вам раздали этот план, лучше вам всем иметь этот план для того, чтобы какое-то представление у вас было об этом мероприятии. В этом мероприятии мне не очень нравится то, что пленарное заседание съезда проводится первый день съезда. Это извечная тактика организаторов пригласить людей, но под видом того, что дают общие установки, дают свое видение проблемы. После этого 2 дня будут работать круглые столы, дискуссионные площадки и так далее, и так далее. А как итоги этих мероприятий подвести? Мы же будем 2 дня предложения собирать от делегатов съезда, их свыше 500 человек. Они приезжают в столицу не один раз, не каждый раз, и у них есть что сказать. А пленарное заседание имеет очень короткий регламент. Поэтому от Министерства Алевтина Петровна у вас в плане подведения итогов съезда стоит на 24 число. Там отведен 1 час времени. За 1 час что вы хотите сделать? Минимум 3 часа туда предусмотрите. Я проконтролирую. Раз мы съезд проводим, надо с людьми подробно постараться говорить. И после этого хоть какой-то результат должен быть от этого. Сегодня мы проводим совещание, тоже инициированное нами, для того, чтобы в рамках этого съезда были дискуссионные площадки или можно их по-другому назвать, для того, чтобы вы могли там ознакомить делегатов со своими проектами и так далее. Ни одного вы в план не включили. По итогам сегодняшнего совещания, у нас сегодня понедельник, во вторник, среду вы внесите изменения в этот план. С зампредом я на эту тему переговорю, чтобы у них была своя дискуссионная площадка. Это целый пласт проблемы, которую мы должны поднять с прицелом на то, чтобы включить их в резолюцию съезда, и выйти на выделение бюджетных средств для того, чтобы хоть какая-то продукция местных производителей, анимационных фильмов и других там проектов, они имели государственную поддержку. На одном энтузиазме мы это дело не пробьем.
Мы на этом несколько раз уже обжигались. Вы помните проект эти куклы по персонажам якутской Холонко? Феодосия Васильевна, наверное, помнит. В 2011 году мы специально пробили бюджетное финансирование для того, чтобы в Китае заказать. Фестиваль провели здесь сначала, выбрали костюмы, подходящие по сюжетам якутской Холонко, а потом в Китае заказали 1500 кукол. Эти куклы перевезли, раздали по детским садам, но план же был о ежегодной поставке этих кукол, о ежегодной. И не только по сюжетам Холонко, наводнить, ну или если не наводнить, то обеспечить детские сады якутскими куклами взамен Барби, которых в некоторых улусных детских садах волос раскрашивают в черный цвет, глаза там делают черные и так далее, и говорят, что это якутская кукла. Вот. Постоянство в этом деле должно быть. Есть здесь несколько очень интересных проектов, которые я уже имел, с которыми ознакомиться. А эти проекты, что мы на сегодняшнем совещании, что ли, мы их рассмотрим? Это должны делегаты увидеть. Так что, Алевтина Петровна, вы это дело возьмите на свой контроль. Я завтра улетаю в командировку, по возвращению проконтролирую. Обязательно. Вот задача нашего сегодняшнего совещания. Чтобы не быть многословным, я бы хотел, вот здесь записаны по повестке несколько выступающих, вот, они очень кратко дали изложение, что они могут включить в программу съезда в качестве декламационных, демонстрационных, дискуссионных площадок и так далее, чтобы привлечь внимание педагогической общественности, получить у них поддержку и выйти в правительство с конкретными предложениями, прежде всего бюджетными. Иначе мы не пробьем те 56 миллионов рублей, которые сейчас сидят в республиканском бюджете. Это мизер. Мизер. Там на анимацию ни рубля нет, допустим. На куклы ни рубля нет. А мы тогда 1,5 миллиона специально предусматриваем. И на другие темы, вот инновационные темы, которые бы побудили интерес ребенку к своему родному языку, восприятию родного языка. Я сегодня вот встретился вот с Москвы, вот Ольга Федоровна, как ее зовут? Кем работает? Она работает в общественной организации «Созидатели», Геном города Якутска, Ассамблея народов Евразии. Ну, она работает с Ассамблеей народов Евразии, занимается проектом «Геном города Якутска» со студентами университета, обмен этими студентами и так далее. Очень интересный проект у них, ну, типа форсайта, но немножко другой. И вот она, кстати, тоже, оказывается, у него песочная анимация. Песочная анимация, есть такая штука. Вот, ну, у нас же своих доморощенных талантов полно. Мы их не поддерживаем. Вот. Поэтому давайте мы приступим к рассмотрению наших вопросов. Аргунова Алевтина Петровна. По 7 минут тут записано, но давайте мы сократим по 5 минут. Вы четко скажите, вот у нас вот это есть, мы хотим организовать отдельную площадку. Принимаем, все, даем задание организаторам, они организовывают эти площадки, а вы начинаете готовиться. Правильно, нет?
Вот так давайте работу проведем. А до этого мы фильм должны посмотреть. После чего? Ну давайте тогда, Алевтина Петровна, мы вас послушаем. Пожалуйста. Добрый день, Александр Николаевич, приглашенные гости. Значит, у нас есть сообщение краткое, да, о внедрении Аланхо образовательной программы дошкольных учреждений. Ну, как вы знаете, у нас 745 дошкольных учреждений в системе образования. И здесь у нас реализуется проект «Педагогика Аланхо», который у нас ведут. Эта концепция была принята педагогики Аланхо, который у нас основной задачей является воспитание детей, всесторонне развитых, социально ориентированных, творчески мыслящих, в духе современности на основе всеобъемлющих жизненных идей Аланхо, традиций народного воспитания. Здесь у нас создано сетевое сообщество Арлы-Кустуга, которое как раз-таки взаимодействует по педагогике Аланхо. Основными задачами, которые являются изучение методики по вопросам образования в сфере приобщения детей к Аланхо, изучение распространения Аланхо в детской среде, обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов, освоение нового содержания и внедрение информационных технологий в процесс обучения. Понятно. Научные руководители у нас... Что вы собираетесь показать делегатам съезда вот, по вашей вот этой теме? У нас запланированы мероприятия по декаде Аланхо, которые мы с Министерством культуры отработали. Это будет 25 числа. Делегаты съезда у вас уже начнут разъезжаться. Нет, 25-го у нас стоит посещение образовательных школ города Якутска, в котором приедут дети из муниципальных районов, которые будут выступать, и студенты Арктического государственного института будут выступать на площадках в городских школах, где мы будем презентовать и проводить разговоры о важном. Сколько у вас проектов будет презентовано? Мы проведем формат нас разговора о важном и о пользе, и о развитии якутского языка, и на примере Аланхо. Это у нас мероприятие запланировано 25 числа в обеденное время по всем городским школам и СПО. А где они тут в программе записаны? В программе? В программе где записано? У вас программа завершается 25-го у нас тоже есть, но мы включили ее отдельно как декада Аланхо. Вот мероприятие. Декада Аланхо – это стезя Министерства культуры. Это мы совместно проводим. Вот давайте с участием делегатов съезда. Что у вас, какие мероприятия, представьте. Вот, согласно вот этой форме, которую вы сделали. Здесь об этом ничего нету. Нет, у нас есть... 25-го у вас стоят только культурно-просветительские мероприятия, экскурсия по музеям и так далее, диагностика здоровья делегатов съезда и декада Аланхо. Все. У нас стоит круглый стол Аланхо педагогика. Это не маларса, там был Какого числа? 23-го, 24-го. Я говорю 25-го, что у вас есть. 24-го у вас все завершается. 24-го, 3-го мероприятия отдельно распишите. Хорошо. Добро. Так, у нас, как я сказала, есть проект Арлы-Кустуг, который руководит Чехардуна Екатерина Петровна. И на сегодня у нас Она включена в площадку? Да, она организатор. Хорошо. И в рабочей группе она работает. У нас есть 18 детских она садов. Здесь где в программе? В программе у нас отдельно, сейчас по каждой площадке мы сегодня тоже собираемся. Все площадки у вас здесь расписаны? Расписаны, но у нас есть ответственные исполнители. И у нас вот есть 6 районов, которые вот ведут активную работу по педагогике Аланхо. Это Татинский, Амгинский, Чурапчинский район, Намский, Горный и город Якутск. Ну и на основе книги Екатерины Петровны у нас ведется работа по постановке Джилурьер Нергунбатур. И в качестве вот предложения мы бы хотели... Конечно, тоже, как Оксана Николаевич озвучивает, провести работу по возобновлению, возобновлению проекта «Игрушки Аланхо», который у нас была запланирована и завершена в 2020 году. Аланхо дойдут у нас. У нас в 2019 году была выделена сумма 5 миллионов рублей, где были распространены у нас куклы Аланхо. В этом году мы планируем во втором чтении подать
заявку в МВС, Министерство внешних связей, потому что исполнителем программы ГП языки у нас является министерство. Это все будет у вас после съезда. Да. Включите в рекомендации съезда, если это получит поддержку учителей. Вот. Ту работу, которую вы планируете в течение года, десятилетия, вы мне не рассказывайте. Во время съезда вы какие мероприятия для привлечения внимания учителей и получения у них поддержки учителей, следовательно, и организаторов с выходом на правительственные решения? Что у вас есть? У нас запланировано 8 больших площадок, на которых у нас будут организованы и приглашены спикеры, которые занимаются непосредственно Вот этими список этих технологиями. площадок, где они? Они в программе все указаны. Первая площадка у нас цифровые технологии, где вот мы приглашаем всех и НВК, САХА, и аниматоров, они будут у нас здесь, Где они? в этой. Будут цифровые образовательные технологии, но возможность обучения родным языкам, языковой культуре. Потом мы это все будем расписывать. Вот давайте расписанные варианты. Ага. И, значит, Ну, по Министерству образования в целом, ну, понятно. Что предлагает Министерство культуры? Пожалуйста. Ну, в рамках самого съезда, в принципе, я не совсем готова, потому что у нас другой отдел занимается, да. Но просто, что я знаю, что в рамках съезда, естественно, наши театры привлечены. Театр Аланхо, театр Саха театр. Это культурные мероприятия. Да, культурные мероприятия. Насчет каких-то других мероприятий я, если честно говоря, Вот не здесь в в курсе. основном курируемые вами структуры. Вот. И в том числе и частные предприниматели, и общественные организации, и союзы, и так далее, кинематографы, и так далее, и так далее. Вы с ними советовались, что делать, с какими предложениями выйти на съезд учителей родного языка? Ну, Вот давайте, вот у вас еще время есть. да, есть у нас время. Марина Владимировна, вы, большая часть присутствующих здесь, это ваши люди. Вот давайте с ними отработайте. И предложения на организаторов выйдите с конкретными предложениями. А то, что там концерты и так далее, спектакли, это однозначно, Не, ну, само это, конечно, собой. это да. Да, спасибо. Төгінен күнді кытылақтыра. Добрый день. Я вот хочу, у нас в Министерстве инноваций выделена площадка «Цифровые образовательные технологии» 23 ноября. Мы полностью это берем на себя. В технопарке будет с 2 до 5 вечера при координации нашего замминистра Андреева Георгия Петровича эта сессия будет проведена полностью. И наше предложение, да, у нас основные связующие учреждения, да, по изучению, пропаганде родного языка, это НВК СХА Олег Олегович и Ольга Ивановна Семеновна тоже здесь. Я думаю, они после меня могут добавить, если можно, по своим предложениям. А я вот со стороны министерства предлагаю также включить выставку, прямо с 23 числа начать, АЯР, национальное книжное издательство, которое тут слабо представлено. Они очень активно развиваются в цифровом формате. У них есть свой портал AYAR-Lib для библиотек. Есть приложение AYAR-Book, где представлено более сотни бесплатных якутских книг. И почти все издания, которые выходят по линии AYAR, они тоже представлены в приложении. Правильно. И, пожалуйста, прошу включить тоже выставку НВК САХА и детское издательство Кескиль тоже с их продуктами, которые они сделали, начали с прошлого года, и в этом году и в следующем у них намечается уже презентация. Они уже на подходе, эти цифровые продукты, как у НВК, так и у Кескиль. И Кескиль также реализует, является исполнителем программы сохранения и развития языков. У них есть проект по медиаквантуму, это в школах, у них есть сеть школ, где они работают по подготовке юных журналистов по этому направлению. Я думаю, что представителями СМИ, печати, да, можно каждую
площадку тут обогатить, даже в части популяризации, да, и освещения, чтобы, ну, не только пресс-служба, да, Минобра, там, Минкультуры напрягалась, а чтобы все государственные СМИ были задействованы. Мы сегодня получили программу в работу, да, в ВИСЭДе на якутском языке и взяли все в работу, то есть, ну, с 22 числа, даже раньше там анонсирование, уже начнем, чтобы население, общественность знали, что в Якутии идет, намечается такое важное событие, как съезд учителей якутского языка. Спасибо. Спасибо. Вот эти предложения у вас в программу включены? Да, у нас включено. Включены? Вот вы, или вы настолько хорошо маскируете свои эти программы, я там, допустим, не нашел. Вот вы мне покажите пока. У нас будет выставка Теперь во время. ищите, где она находится, мне покажите, что написано. Выставка методической литературы. Это не то. Это издательство АЕР. Вот как раз. издательство АЕР отдельно должно свою площадку выставить. И не одну даже. У них несколько направлений работы. По этим направлениям они должны быть. И соответствующую площадку найдите. Так, по НВК у нас Олег Олегович будет выступать. Ольга Ивановна, она здесь? Так, можете что-то сказать, пожалуйста? Добрый день. Ну, на сегодняшний день нами организовано в рамках реализации государственной программы по сохранению и развитию государственных языков 40 медиацентров в школах республики. Мы до конца года производим 1260 контента, видеоконтента для детей с участием самих детей. Сегодня в Сосновом Бору у нас открылась профессиональная смена по подготовке этих детей. Также в рамках ИРО и ПК мы в этом году обучили более 2000 педагогов, учителей якутского языка, профильных других предметов географии и истории, где учителя уже занимаются производством вот этого детского контента. Что хотелось бы здесь в качестве предложения добавить? Мы участвуем на 3 площадках съезда, и со следующего года, с 1 января, мы намерены увеличить количество этих 40 медиацентров до 80 до 256 медиацентров. Почему? Потому что детский контент, он предполагает сейчас не только творческий подход, это производство детского контента по государственному заказу. Вот Афанасий Павлович отметил, что мы включили в корректировку бюджета реализацию средств массовой коммуникации нового типа от детского издательства «Кескель». Детский контент вообще предполагает комплексный подход, и сейчас наше издательство производит не только текстовый контент, но и аудио-видеоконтент. К сожалению, как на прошлом совещании отметили представители института Олонхо, у нас большие проблемы с речевыми навыками детей. Поэтому развитие сети медиацентров крайне необходимо. Поэтому на площадке встречи народных депутатов с учителями якутского языка и литературы мне бы хотелось поднять этот вопрос и включить в повестку этого совещания данный вопрос о развитии медиацентров в образовательных учреждениях республики. Хорошо. Это первое. Второе. По производству контента по якутскому языку конкретно. У нас на сегодняшний день с 5 по 8 класс по якутской литературе всего 262 темы. По этим темам, по русской литературе, например, есть видеоконтент, который обеспечивается Министерством культуры Российской Федерации в части обеспечения 2-минутных, 3-минутных роликов, кратких, содержательных, по госзаданию театров и студий по анимации и художественному кино. Ольга Поэтому Ивановна, у вас где будет находиться площадка? у нас в технопарке, в Институте развития образования имени Донского и в педагогическом институте. Это вы будете переходить с места на место? Да, это в разные дни, с места на место. Все сотрудники издательства будут вовлечены в этот процесс. Насколько это удобно для вас?
Это для нас удобно. удобно. Да. Вот на встречу с депутатами, это у нас 22-го будет, по-моему. 22-е, да. Вот включите ее выступление короткое и с письменными предложениями. Хорошо. Только обязательно должно быть письменное сопровождение. Хорошо. Ну, чтобы включить протокол потом. Хорошо. Теперь у нас Марков Олег Олегович, пожалуйста. Олег Олегович. Митюгин Александр Николаевич, добрый день, уважаемые участники совещания. В этом году впервые при поддержке главы республики были предусмотрены бюджетные средства на производство детского контента с продвижением в интернете. Показатели субсидий включают в себя следующие параметры. Это дублирование детских мультфильмов на якутском языке 471 серия, производство детских мультфильмов на якутском языке 20 серий, производство образовательного и развлекательного контента для детей дошкольного и младшего школьного возраста 104 передачи. Приобретение детского контента на якутском языке у местных производителей 45 штук. На данный момент работы по этим направлениям близятся к завершению. В рамках субсидии продублированы на якутский язык мультфильмы «Фиксики» 3 сезона, 157 серий, «Малышарики» 4 сезона, 212 серий, «Тима и Тома» 48 серий. Работы по дублированию будут завершены в ноябре. «Три кота» 2 сезона, 104 серии. Работы по дублированию будут завершены в начале декабря. Александр Николаевич, я хотел бы на съезд учителей поставить обязательно в программу посещения НВК «Саха», так как главная миссия нашей компании является сохранение языка и культуры. Мы показали бы и познакомили бы не только по производству мультфильмов, но и вообще поговорили бы о программе учителей на каналах, на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Также, Александр Николаевич, уже почти 10 лет мы предлагаем открыть детский телеканал с круглосуточным вещанием. Да, технические возможности НВК для этого есть. Средства массовой информации зарегистрировано, можно оформлять лицензию на вещание. Это позволит набрать штат постоянных работников, плюс мы сохраним заказ контента у местных производителей. Такой подход появления отдельного детского телеканала позволит существенно нарастить объемы производства разнообразного детского контента на якутском языке, как для совсем маленьких, так и для школьников, в том числе подростков. Хочу отметить, что необходимость такого подхода поняли ваши и наши коллеги в Башкортостане. Детский канал «Тамыр» вещает уже более 10 лет. В Татарстане детский телеканал «Шаян» работает уже 5 лет. НВК «Саха» готова предложить весь свой многолетний опыт, профессиональные навыки для производства качественного детского контента на якутском языке. Много ли будет детского контента, зависит от того, какое решение будет принято по поддержке производства на следующие и последующие годы. Спасибо. У вас сумма субсидий на эти проекты по переводу, дублированию и так далее. Какая сумма предусмотрена и на какие годы? Предусмотрен только на 22 год 40 миллионов. 40 миллионов на 22 год. Да. Да, тут можно добавлю, на 23-й нами внесена заявка на 90 миллионов на увеличение производства, дублирования и приобретения детского контента. Так, эта заявка, она сидит в бюджете, в проекте бюджета? Ее вносят на правкомиссию сегодня. Еще не выносили. Да. Феодосия Васильевна, вы проследите, пожалуйста, это очень существенная тема, чтобы прошло через правительственную комиссию, и во втором чтении тогда только она будет рассматриваться на заседании парламента. Еще один вопрос, Олег Олегович. При составлении этих текстов, дублированных и так далее на якутском языке, у вас есть консультанты с числа знатоков, специалистов якутского языка и так далее? По дублированию мы наняли 3 сотрудников, которые занимаются переводом, у которых есть соответствующее высшее образование. Откуда вы их взяли? Переводчик. Откуда взяли? С кафедры якутского языка национальной культуры. С кафедры якутского языка? Университетские, что ли? Университетские. Они носик переводят как мунюска. Вы заметили, да, эту передачу? Носик, нос, человеческий нос, у маленьких детей это носики, Феодосия Васильевна. И этот мунюска милителиш, мунюска, я не знаю, это в университете стали так преподавать. Нужен, Олег Олегович,
уже ваша программа имеет интерес, смотрят достаточно много детей, и там не должно быть никаких коверканий якутского языка. На это нужно очень большое внимание обратить. Ага, там и не такие слова иногда проскакивают, не дай бог. Надо Министерство образования, вы с ними по этой теме работаете вместе? Вот где у них будет площадка? Тоже цифровой. Ну, Где? В рабочем порядке обсудим. Вот давайте, создавайте площадку. А так предложение примем посещение НВК. Да, мы приглашаем к себе. И в программу включите посещение вещательной компании. Обязательно площадку сделайте с показом, демонстрацией некоторых этих сюжетов и так далее, и так далее. Вот. И главное, финансирование должно быть продолжено. Это правильное предложение. Вот. Теперь у присутствующих на совещании есть желающие выступить с предложениями и с заявками на создание собственной площадки во время проведения второго съезда учителей. Собственной площадки. По Потаповой заявку сделайте от имени парламента, если надо. Площадку найдите на доступном месте, чтобы посмотрели хотя бы готовые уже сделанные продукцию. У Лацитоса, здесь Лацитос? Или я фамилию неправильно называю? Видимо, фамилию неправильно назвал. Хорошо. Желающие выступить, коллеги? Пожалуйста, Алексей Семенович. Алексей Семенович, у вас предложение, пожалуйста. У меня не только предложение. Дело в том, что мы этим летом в рамках подготовки одного кинопроекта провели кастинг в 17 школах. Якутска, Хангаласского улуса, Намского и Татинского. И где-то 50% детей уже не говорят на родном языке. Где-то 30% говорят очень бедным и смешанным. Вот поэтому мы на этом съезде хотим заострить эти вопросы. Вот, поэтому я предложил предложение, пожалуйста. Да, чтобы Институт гуманитарного исследования, университет отдел социологии, чтобы они провели исследование этой ситуации в школах Якутии, чтобы понять, насколько глубоко вот эта проблема утраты якутского языка стоит среди молодежи, среди подрастающих поколений. И второе. Дальше. Второе. Все учителя, с которыми мы говорили в этих школах, они говорили, что проблема вот этот телефон. ТикТок, Ютуб и так далее. Это вот как раз превращает детей, то есть забывать свой родной язык. Поэтому вот Министерство инноваций нужно было как-то вот именно ТикТоки, Ютубы создавать на якутском языке. Ну, это отдельное предложение. Мониторинг по обучению и так далее, по учебным программам к 10-му будет готово. Вот давайте подготовьте. И третье. Социология у нас действительно удручающая ситуация в сельской местности. Третье предложение. Так, можно? пожалуйста, Алексей Семенович. И вот по анимации, мы думаем только анимация, мне кажется, надо расширить. Не только анимация. Да, не только, надо детское кино в целом. Детское кино. Да, игровое должно быть там, и другие жанры. Расширить надо. Вот можете создать свою площадку и поднять этот вопрос? Подумаем. Подумайте, и если есть возможность, сразу предлагайте. Хорошо. Надо эти темы поднимать. У нас сейчас большой дефицит в этих проектах, с одной стороны, и большой дефицит поддержки уже имеющихся проектов. Это какая-то мертвая петля. Мы прорвать должны это. Без увеличения государственного. Мы же только приняли с большим боем эту программу.
но там заложены только первые цифры. Вот. Поэтому без кардинального увеличения этих показателей нам на одном энтузиазме это не преодолеть. И без заинтересованного участия, прежде всего, Министерства образования. У вас я пока этой заинтересованности сильно не замечаю. Так, пожалуйста, представьтесь и выступление. Өтөгүнне мен Павлов Николай Демин, көңүлтен студия режиссера. Тилиақпен. Бұл чу анимацияға дейін қатшы көрілдері болар. Онна ол қатшы қолабыра тәлітті бұл баққа көңіл сообществоға бірімдері болар. Ол сообщество бәйті бағаран қанны ғытырын бірлетері болар. Ол манны көңіл ғыттыр арас мультфильмің ұрын бағалақ, оны профессионал жаннақ бағалар. Олар бағалақтар, қолабыра үп көрілдері болар. Сообщество тәрінен баран онны білектерін сөбеті. Мультфильм әрі оңырыты бар. Onun kolabora Alexander Klaş bağlısta dinleme bolğan toğraqlı polar animasiyaga eredin. Saqa filmga kurduk. Aytan смысле терилтеге bu bakka bu soобщество бәйте баран этинек у фильмга орап жандар мындан туганан Николай Олегович яка бәягар тома терилтелакында. Мен терилтен болан бәйен бәйбәр жабын колабора bu film орап кагаски дана звукорежиссеры кытты баран капстевин элетер художник баран капстевин Ondan bilgin bir yaka karşı barıta sünniden konkursuna varar. Ondan konkurska kıttar bina bilenler kıttakında. Грантовый интанти инколардан кытты кайып, только буланы в основном мына конкурсы терьяжуннар фильмнен сыгана вакытчандар в основном картинканы көрөлдөр. Ол Disney картинкадан ду вообще на картинку смотрят, они не на содержание. Yani beyan площадка теринер onunla uçtaldır ne de yeter kıttakında. Ушталар иннерге калбыра бикелер хадя маныга тиги бер япнача. Беги сахатлары бу бакка сермай кеме хатайдагы. Kimyagara kıtta sıstangın du biter beyan du площадка teriyer kıttakında. Hebin только bu калбыра канdık kimyagara kıtta saha filmi kıtta kалбыра kendir teriyer. Davay Men etigi ber yapnachا. bilemekse kara var. Ülele sonunda площадка terinen jonga takar bollakını tavız. Мен etiyim tuvaktен бағасы тебінде. Ettim. Съездка. Ол учталарга калбыра bu çağına umuraçılarga manlık uçtallar onu min образование hakasın oradan kurtuldu. Uçtallar bu filmi orbatar diyen mihanlı. Kalabar uçtal kaydı tanışır bu filmi kaynağı oldu. O hem profesyoneller orbatar bu filmi. Sığınlar şunlar. Onlar şöyle kayıstallar kadar onu dinler. Otan öydüler bollaydı. Onu en min profesyonel bun manlık uçaydı orar köftapın. Bir gün öyen diyengin takangın uçtallar öyebildirin olar köftapındı. Сообщество ататтан олар кыктар. Otan davay jarıktan. Сообщество ататтан. Yarıktan. Бәйбен işletimler. Etilak bollakını onun türbenlik oğran kildiler. Alışatka teriyiten özkötün etiyidin kildiren abasını da sağında teriyim. Kim yaşa onu ne? Kim yaşa tebeni? Bu yörek mini salbiyer minister olur. Evet. Programmanda kendiler olurlar. Kanal olurlar. Ta gösse kim yaşa tivari. Büyütte de. Так, пожалуйста, как зовут? Музей Макарова Туяра Тимофеевна, всем добрый день. Музей музыки и фольклора народов Якутии. Так. Мы с 2009 года занимаемся созданием... Подождите, у вас площадка будет? Да, вот хотели предложить площадку. Мы хотели бы У вас провести включена показы. эта программа? Ваша Нет, площадка? нет, вот Вот предлагаю. видите как. Даже вот такое учреждение, музей музыки, у них полнометражные анимационные фильмы есть. На нескольких языках, в том числе и на якутском, по Нюргун, Батур и так далее. А вы их не включили в площадку. Включайте. И не на каких-то там закоулках, задворках, на таком приемлемом месте. Спасибо большое. Давайте. Ольга Федоровна, проконтролируйте. Феодосия Васильевна, я вас тоже прошу. Займитесь это, возьмите под свой контроль. От площадок должно быть как можно больше. Если мест не хватает, можете использовать некоторые пространства даже в парламенте республики. Кстати, итоговое совещание вы планируете в ДП-2 провести. Сколько человек туда войдет? 260 там посадочных мест. 260.
Это в овальном зале там у них? В большом зале? Да, в большом зале. Полностью будет Да, полностью, наполнен? да. Но это половина делегатов. А половина где будет? У нас будет подключение тоже. Подключение? Вот сценарий покажете. Так, коллеги, вот Чаран 21 век есть кто? Нет. В списке они есть. Так, Семях здесь присутствует. У вас что есть? Яна Викторовна. Дякую, Александр Николаевич. Ну, у нас по программе стоит 23-го выставка якутских национальных изделий, называется «Якутские традиции». Ну, мы, конечно, это все сделаем, но нам бы хотелось, например, если вот по куклам, да, провести там круглый стол мы можем провести, мастер-классы мы можем провести по якутским куклам, да. Мы с 2000 года на общественных началах развиваем кукольное дело. Сейчас у нас работает творческий союз кукольников, свыше 100 человек. Мы уже участвуем и в международных выставках, российских самовыставках. Уже есть признанные мастера по всей России и на международном уровне. Да. Делаем такие большие экспозиции героев, например, Дагандархан. Сделали 32 да, которые есть. Хорошо, вы все, кто занимается вот этой тематикой, можете собрать? Можем собрать. Вот. Вот материалы по заказу этих по 2011 году вы им передайте. Там полная технология, дорожная карта, как проводились эти конкурсы, ну, чтобы законно все было. Как заказывались, как приобретались, как переводили, даже список рассылки есть, распространение этих. Кстати, с вашей подписью, Людмила Васильевна. Хорошо, знакомимся с этой вот давайте, документацией. вот там эту площадку тогда организуйте. Да, галерея Семёв. Так, Дарья Павловна, у вас что-то есть? Ермолаева. Добрый день. Дело в том, что сегодня очень много интересных мыслей прозвучало, но не было одного момента, что нужно работать с родителями, потому что воспитание ребенка, его языковая атмосфера все-таки создается в семье, и поэтому этот момент нельзя упускать. Там в числе делегатов съезда приглашены и родители. А, кстати, большинство учителей тоже родители. Хорошо. Академия будущего, Егоров Вячеслав Всеславович, это кто? Есть? Не подошел. Хорошо. Можно я? Октябрина, а кто? У меня предложение. Меня зовут Ефросинья Представьтесь, пожалуйста. Ефросинья Прокопьевна Федорова. Так. Я являюсь руководителем детской студии мультипликации Намской средней школы номер 2. Ну вот, пожалуйста. Работаю уже около 20 лет именно только с детьми, с малышами. Вот у меня предложение тоже, вот с Петром Петровичем мы тоже работали. Дворец детства здесь присутствует кто-нибудь? Нету, да, вот они тоже по детской мультипликации хорошо работают. Я вот могла бы мастер-класс провести для учителей, чтобы, вот они, учителя якутского языка, может, они заинтересуются и придут в свои школы и тоже расскажут. Вот давайте, вы их вместе соберите. В этом году я ездила, возила своих детей, вот 10 детей я возила в Новосибирск. В Новосибирске, в Академгородке есть такая студия, которая 18 лет проводит мастер-класс, фестиваль для детей и родителей, и для детей и учителей. Вот 18 лет они их развивают. У них уже 450 студий. Потом я ездила в Хабаровск. В Хабаровске открыли большой кластер картунизации, им выделили 22 миллиона только для развития детских студий. Потому что детское анимационное творчество, вообще дети, которые занимаются анимационным творчеством,
у них развивается креативное мышление. Это Правильно. дети, которые мыслят. Давайте. И поэтому нам нужно развивать вот таких обязательно. детей. И там я очень даже уверен, что вы очень образно и очень убедительно расскажете. Я это чувствую. Вот у меня Нам надо привлечь как можно больше поддержки общественности, учителей. И с этой поддержкой выйти в правительство. Убедить депутатов парламента, когда и правительство, и парламент, и общественность, они выйдут к общему знаменателю, вот только тогда мы сможем пробить финансовые ресурсы. Вот. Видите, как тяжело. Небольшая в целом-то продукция требуется миллионы рублей. А откуда сами участники небольшие студии найдут эти деньги? Не найдут. Вот. Сами пытаются там по этим, предлагают свою продукцию. Без ресурсов не обойтись. Нам надо выйти на ресурсы. Потому что сохранение родного языка – это уже вопрос государственной важности. Мы катастрофически теряем родной язык. Вот я провожу сравнение. Вот в 1906 году первое поколение национальной интеллигенции вышло с инициативой издания газеты и журналов на якутском языке. У них была одна мысль, их двигала одна главная миссия – образовать, просветить свой народ, распространить якутский язык, развить его, выйти на литературный язык, на язык науки, просвещения, образования. Это была главная задача тогда. Шрифта даже, алфавита даже не было. Издали они 3 газеты и 1 журнал. Вот. А сейчас стоит задача у нас на стыке этого века 21 сохранить родной язык. Сохранить. И вот эту задачу мы решать сообща должны. Сообща. Потому что никто у нас не потребует, не спросит сверху, как вы сохраняете свой язык. Никто. Это министерство только здесь. Местные могут у вас, родители, учителя, местное правительство, местный парламент. Сверху вас никто этого не требует. Поэтому вы как-то немножко обленились в этом вопросе. Не подстегивает вас никто сверху. Вам ПГОС давай. Вот. Давайте мы дадим слово Потаповой. Вот она сама переходила, Анна Степановна, ко мне, и у нее есть интересная... Чтобы было проще говорить. Что? По программе здесь сначала фильм. Хотите показать? Да. Давайте Мне показывайте. проще будет донести дальше свои мысли. А может, дальше и говорить не потребуется. Hey!
Onluk. Hey. Ah. Oh. Школу, которую я представляю, была создана в 1936 году, в очень тяжелые времена для страны. И они не проиграли. Эта ставка себя оправдала. Патриоты страны росли прекрасно. В основу этой мультипликации, вообще нашей отечественной, советской, был взят пример Уолта Диснея. Но она была переформатирована из развлекательных картинок для всех в осмысленный продукт для детей нашей страны. Для этого были привлечены лучшие представители творческой интеллигенции, литераторы, поэты, художники. Был найден уникальный многогранный язык общения напрямую с детьми, который смог
достучаться до их душ. Чего? Через него детям оказалось легче получать образование, основы культуры, познавать мир. Сутью этого языка стала разыгрывая на экране зрелище, игра через мир добра. Через эту игру дети с большим удовольствием, с легкостью познают по сей день главные законы жизни с малых лет и учатся любить свою родину. Наша мультипликация получила высокую оценку. То есть вот мой личный опыт, вот объездив этот фильм, знают во многих странах. Здесь практически нет языка, только маленькие междометия. И как во всем мире выскакивали дети и повторяли слово «внук», дети, говорящие на английских, на прибалтийских языках. То есть меня это вообще удивляло, и нашу делегацию, само по себе. Оказывается, как это доступно. А когда подходили представители этого вида искусства, уже режиссеры известные, и начинали задавать вопросы, а якуты – это что, чукчи? Вы представляете, какой объем информации подарил маленький 5-минутный фильм? И я чувствовала себя учителем на планете. Что можно добиваться таким видом искусства? В нашей стране это именно было достигнуто до высот, именно культуры, искусства. А так это начиналось с Диснея, просто развлекаловка. На сегодняшний день, к сожалению, эта школа после 90-х, после развала Советского Союза, пришла в упадок. Режиссеры, художники были отодвинуты в тень, все перешло на компьютерную анимацию, она полностью заменила душу, абсолютно, совершенно. Режиссеры стали нанятой единицей для желаний и идей только продюсеров. Продюсеры в 90-е сложились как элита анимации, и они диктовали свои условия. Главное условие для них было деньги, которые не пахнут, и которые хорошо за счет такой анимации компьютерной осваивать государственный бюджет. Прекрасная вещь. Я 25 лет. Мои учителя – это великие учителя. Федор Савельевич Хитрук. Ну, я думаю, вы все помните Винни-Пуха. И вот я поклялась им, что я не сдамся и не продамся, и не упаду ниже плинтуса. И вот 25 лет в этой анимации, и у меня наработано уже достаточно примеров, чтобы утверждать, что я в состоянии содержать свою студию, имеется в виду как идейный, как-то новаторский пример, и создавать свою школу на примере лучших традиций отечественной российской анимации. И, как видите, дети не делятся на чужих и своих. И язык анимации понятен. Главное, что я предлагаю, использовать персонажей. Для них, для чего нужны мультики? Чтобы персонажи рождались. И вот тогда они сами могут быть модераторами. У этого же... Вот мой новый проект, который я потом на своей площадке раскрою, и более широко раскрою все, что я сейчас доношу, сейчас мало времени, он может стать сам модератором идей как сказать, рычагом помощью для педагогов. Через этих персонажей наших можно передавать, у них могут быть свой словарь. То есть с детства надо вкладывать. Я, конечно, понимаю, Аллахо, это здорово, но с 5-летнего возраста это еще рановато. Надо подготовить своих детей для такого мощного материала. Хорошо. Это я готова предоставить. То есть поддержать мой проект, тем более учитывая ситуацию в стране после пандемии, когда весь мир перешел в онлайн-системы. То есть мне уже не обязательно нужно было зависеть от какой-то либо студии и быть там рабыней. То есть это открыло, я смогла переформатироваться полностью. У меня свой технологический процесс, который я отрабатывала, максимально постаралась перевести классику под компьютерные технологии. Собирается. У меня компьютер работает только на 20%. Все остальное – это только мастерство и умение. Больше ничего. Ой, извините, я волнуюсь, потому что я впервые на подобном мероприятии. И вот если поддержать и создать свои персонажи, вот эти два охотника, я полуподпольно распечатывала открытки, чтобы дарить их детям, потому что они их просили. А это все принадлежит государству. Если создать именно свои персонажи, то мой персонаж по имени Лыбырда, человек, который не мог жить без песни, у него может появиться свой букварь, у него может появиться, открываться тайны Северной Земли. Хорошо, у него свои песни могут создаться. Площадку надо создать. То есть для педагогов это будет хороший... История вот этой Потаповой Октябрины Михайловны,
она очень похожа на историю пробивания вот якутской анимации. Это образовательное, культурное пространство. И какие трудности, какие препоны здесь встречаются. Действительно, у нас задача стоит, Алевтина Выгодна, из этого с развлекаловки перейти на обучающую идеологию. Да, незаметно для детей, может быть даже для нас самих тоже. Но действительно ваш фильм интересный, но я так и не понял. Торбосуну пегаваситин на ханнавалары. А оттарадуйте. Нет. Это вот как раз они дальше, вот если бы это были наши персонажи, они сами могли бы рассказывать это уже и вам, и детям. Ну понятно. Действительно, и вопрос про чукчей вполне закономерен, потому что именно они поэтому у меня родилась идея северной программы. Поют палеазиатские, венкийские, тунгуссо-маньчжурские песни. Диалект такой. Ну, главное, что продукция есть, и его надо расширять не только у вас, Октябрина Михайловна. Я готова. Да, и у других если пойдет тоже свое есть производство, минутку, то будут и свои других ученики. тоже есть программы. Их надо составлять, создавать и продвигать. Вот это наша задача. Но мы подходим здесь не с практической точки зрения. Вот этот фильм для привлечения внимания очень подходящий. Но нам желательно, чтобы они говорили на хорошем детском якутском языке. Это когда уже будут свои персонажи. Да, да. Вот тогда они уже могут вот на такой уровень мы говорить уже должны что выходить. угодно. На такой уровень. Эта тема имеет много гитик. Роберт Янович, у вас что-то есть сказать? Всех с праздником 7 ноября. Ну, как-то я растерян. Все-таки Якутия – это там и венки, и юкагиры, и чукчане. Много же. Он на флаге. Сколько алмазиков. А надо работать не так, как вот вы называете площадки, какие-то кластеры, там, эти англизмы. Я предлагал тоже, вот как предыдущий оратор, 25 лет, значит, в профессии учился также у хитрука. Предлагаю сделать школу, студию в одном, так сказать, комплекте. Потому что без производства очень тяжело профессию осознавать. Да, навыки анимации, закон анимации. Там... Правильно, Роберт Янович, я вас поддерживаю. Я вашу биографию немножко знаю. Вот. Спасибо. Вот давайте вместе с Потаповой вы создайте площадку. Создание площадки не ради площадки. Мы должны вот как раз там поставить вопрос о необходимости таких профессиональных студий у нас в республике. Убедить людей, власть, общество в этом, деньги получить, средства и продвигать свои проекты. Вот давайте, вы же друг с другом хорошо знакомы. На одном курсе, просто мне дальше предложили остаться, вернулся домой. Некоторые подробности меня сильно не интересуют, а вот то, что вы вместе работали, это есть. Да, давайте вы вместе создавайте эту площадку и вместе пробивайте это дело. Я надеюсь, что мы получим. Я говорю, на сегодняшний день в системе онлайна каждый может создавать свою студию и пробивать. Ну, давайте пока сообща начинайте, а потом... Нет, я не собираюсь ни за кого работать. Тут дело в другом. Сейчас потом произвести развод всегда успеете. Наплодим студии, а они сами будут... Ну, я понял ваш... Нужен государственный ежегодный заказ. Ну, правильно. Заказ. Вы немножко опоздали, мы об этом говорили. Поэтому я вас приглашаю на разговор, и поэтому я вас приглашаю выйти на эту площадку. Спасибо. Так, Максим Геннадьевич, вы с Министерством образования на такие темы
работаете вместе? Добрый вечер, Александр Николаевич, уважаемые коллеги. Ну, у нас в рамках действующих мер государственной поддержки есть получатели и грантовой, и субсидиарной поддержки среди производителей и кукол национальных, и игр национальных, и народно-художественных промыслов, производства и книг. То есть среди получателей господдержки есть. Давайте вы направьте своих представителей вот, в качестве такой информационной поддержки вот этих площадок, чтобы они там, что может предложить Министерство предпринимательства. Да, наверное, какие лучше конкурсы, именно в рамках какие... пленарных, может быть, потому Да, что по да. программе я посмотрел, Давайте. таких тематических нет, а в рамках пленарных вот, Да. И площадок. Можете несколько своих представителей распределить по этим площадкам, чтобы они там профессионально объяснили людям, что к чему. Хорошо? Коллеги, мы будем, видимо, закругляться, да? Ну, я же спрашивал, есть желающие выступить? Можно выступить. Вот. Давайте. Да, добрый представьтесь. день. Меня зовут Таисия Тарабыкина, я предприниматель, представляю анимационную компанию и издательство. Мы командой занимаемся созданием детских анимационных проектов, и благодаря поддержке НБК в этом году мы реализовали 4 сериала, порядка 40 серий. И также мы создаем на якутском языке 4 сериала: изучение букв, про роботов, про оленят. Роботов? Это фиксики, что ли? Нет, это современные персонажи, они как раз обучают детей на такие очень актуальные темы для ребенка. Вы с НВК работаете? Да, НВК наш основной подрядчик в этом году. Вот. По заказу? Да, и в том числе, конечно, благодаря НВК нам удалось создать 6 рабочих мест. Официально мы трудоустроили аниматоров и художников. Конечно, в следующем году мы планируем активно продолжать работу и создать уже не 40 серий, а 100 серий, порядка 10 сериалов, и увеличить количество штатных единиц. Также мы создаем детские книжные проекты. Вот покажу. Это якутская азбука на нашем родном языке. Но особенность азбуки в том, что здесь располагается QR-код, с помощью которого можно будет прослушать и посмотреть. Кто создает эти? Это мы создаем, наша команда. Лично я являюсь инициатором этих проектов и подбираю хорошую творческую команду. Вот над букварем конкретно трудился. У вас какое образование? У меня техническое образование. А с Министерством образования вы какую-то связь поддерживаете или С нет? Министерством образования нет, но нас поддерживал в прошлом году МВС. Они являются кураторами вот этой программы языковой. Ну вот до чего мы докатились. Учебниками занимается Министерство внешних связей, а не Министерство образования. Вот до чего мы дошли. Буквари издают частные предприниматели с техническим образованием. А где методика, где ученые советы ваши, АУСы, которые утверждают, рассматривать эти материалы учебные, образовательные и так далее? Каждый во что гораздо, вот сами это и занимаются. В этом они не виноваты, в этом виновато Министерство образования, что спустило на самотек всю эту работу. Александр Николаевич, можно я сейчас добавлю? На самом деле научное литературное редактирование у нас было от кандидата педагогических наук, очень известного человека в нашей республике, Семеновой Светланы Степановны. И конкретно этот учебник прошел учебно-методический совет нашего министерства. То есть его уже проверили. Очень печально, что министерство об этом не знает. Министерство знает, мы же прошли у них учебно-методический совет. То есть это сейчас будет под грифом Минобра допущено в школу в качестве пособия. Так, у вас Это пособие. в Министерстве культуры есть какое-то подобное учреждение, которое вот может какую-то вот процедуру полезности этих продукций для детей? В Министерстве образования это ОМС. Вот. Нам надо вот такие структуры, видимо, где-то хотя бы на общественных началах что-то продумать. Потому что мы можем не только помочь, но и испортить дело неправильными направлениями, проектами. Это очень, надо быть здесь очень осторожным. Любое начинание, которое касается детей, детской психики,
детского интеллекта, развитие детского интеллекта, оно должно иметь прежде всего научное, методическое, педагогическое обоснование. Александр Любой Николаевич, проект. разрешите вступить в полемику по методическому сопровождению детского контента? Пожалуйста. Совместно с Институтом развития образования мы на этой неделе завершаем аккредитацию для того, чтобы попасть в федеральный реестр по методике производства детского видеоконтента. Правильно. Да, и нами созданы методические рекомендации по созданию медиацентров и по производству детского видеоконтента. С Министерством образования у нас договоренности есть. Также по дошкольному образовательным учреждениям у нас в этом году впервые совместно с редакцией журнала «Чуранчик» издана методичка на второе полугодие этих журналов, чтобы журналы попали в детские сады в качестве дидактического материала в дополнительное образование. Хорошо, Ольга Ивановна. Так, Феодосия Васильевна, пожалуйста. Во-первых, я хочу сказать, что сегодня поднимается очень комплексная проблема, да, ну и перспектива, можно сказать. И то, что в рамках 30-летия принятия закона о языках проводится много мероприятий, да, а ключевое это все-таки съезд учителей родного языка, в данном случае якутского языка, а отдельно Всероссийский съезд будет по языкам народов, коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Но по времени, к сожалению, по срокам это совпадает. Во-вторых, я хочу сказать, сейчас как раз время, да, вот в 2017 году провели, и в этом году мы проводим исторически совпало и конкретно с 30-летием, и внедрением нового ФГОС. Это дает нам новые шансы. Но Министерство образования в этом отношении, где плюсы и минусы, очень хорошо знает. И самое главное, преддверие года педагога и наставника. Поэтому решения этого съезда будут продолжены в мероприятиях года педагога и наставника. Над этим планом сейчас Министерство образования и науки занимается. И на федеральном уровне есть концепция, принятая преподавания родных языков. В 2019 году принятая программа. К сожалению, не все планы этих мероприятий, то есть мероприятия этих реализации данной концепции сегодня реализуется, но мы должны конкретно свои предложения тоже внести. И определяем перспективу. Сейчас вот по статистике уже все утверждают, что к 2100 году, да, 2100 году 50% языков мира, да, исчезнут. А мы должны сделать самое максимальное, чтобы как можно дольше сохранить свой родной язык, в данном случае государственный язык Саха. Поэтому предстоит очень большая работа. Вопросы, которые здесь поднимаются, конечно, они не сегодня только обсуждаются, они обсуждаются в ряде лет, и много. Хорошо, что у нас есть и государственная программа, да, есть и законы, которые конкретно способствуют сохранению языков. Сейчас хочу сказать, что в преддверии именно в рамках подготовки к съезду в ВУЗах проводятся различные тоже дискуссионные площадки, семинары и так далее. И республиканские учреждения тоже это проводят. Поэтому как бы подготовительная работа сейчас тоже по плану ведется. Но хочу сказать, что мы должны именно в решении съезда включить то, что мы сможем сделать на перспективу. То есть поддержать учителей непосредственно якутского языка, в данном случае родного языка, я имею в виду, да, государственного языка, и в рамках проекта закона о статусе педагога, а также в решениях съезда, когда будем рекомендовать какие-то свои варианты по повышению заработной платы, конкретно как стимулировать учителей родных языков. Есть, есть опыт тоже. Хорошо. Но сегодня у нас конкретная тема. Мы собрали здесь творческие коллективы и руководители с тем расчетом, чтобы обсудить вопросы поиска дополнительных возможностей для привлечения наших детей к родному языку. Вот с этой точки зрения мы сегодня рассматриваем вопрос. Вопрос о статусе учителя, в том числе учителя родного языка и другие вопросы. Это тема отдельного разговора. Кстати, вот эти
Улусах идут тоже обсуждения. Эти результаты обязательно должны быть и протокольно, и на пленарном отражены в ваших съездах. А то они там у себя в закутке, там они пообсуждают, а здесь никто про них не только у них услышать, а слышать об этом не будет. Так дело не пойдет. Здесь должна быть связь абсолютно вертикальная и горизонтальная, чтобы все мы друг друга постарались как можно больше услышать. Количество площадок добавить, взять на контроль создание новых площадок, которые сегодня обосновывались, дискуссионных площадок. И в резолюции, когда вы начинаете уже делать, в этой резолюции у вас должны быть не общие слова, а конкретные предложения. Вот по этой части вот это надо делать, по этой вот это. И для этого нужны такие ресурсы, такие средства. Иначе мы не сможем ничего изменить. Пожалуйста. Еще раз добрый вечер, подводя итоги. У нас 2 ноября тоже было заседание. Александр Николаевич, мы выражаем благодарность, что мы занимаемся этими вопросами. Мы привлекаем каждый раз очень много народу для проведения содержательного 2-го съезда учителей. С Министерства культуры там был заместитель министра Левочкин, с Министерства инноваций был заместитель министра Андреев Георгий Петрович, и было дано задание тоже вам в том числе организовать и помочь нам, Министерству образования, организовать отдельную площадку. Я думаю, сегодня прозвучавшее предложение можно было будет объединить с площадкой Олега Олеговича, наверное, скорее всего, и по Минкультуре тоже, потому что мы включим это в общий план наш. Так, мне вы информацию завтра подготовьте, сколько дополнительных площадок будете создавать. Кто там будет принимать участие? Но завтра вы не успеете. Где-то в среду, вместе с Министерством культуры, инноваций, Минцифры, давайте этот проект сделайте. Мы внесем изменения в программу съезда. И итоговое совещание, там время и так далее, все полностью переделайте. Так не пойдет. За 1 час вы собраться и поблагодарить друг друга за успешное проведение съезда не успеете. Не то, что результатов съезда обсудить. У вас еще стоит обсуждение концепции обучения родному языку. Этот проект у вас тоже очень серьезный. По этому направлению тоже работайте. И еще раз повторяю, резолюция должна состоять не из общих фраз, а из конкретных предложений. Оно может сделать многое. В 90-е годы, когда в республике прекратилось совершенно строительство образовательных учреждений, мы выступили с предложением создать программу строительства объектов образования в сельской местности. На первый раз, когда я там выступил, в резолюцию даже не включили. Это сочли не совсем уместным выступлением. Но через 2 года программа была создана, и с этих пор эта программа работает. Ежегодно в республике вводится по 10 образовательных учреждений и по 10 детских садов минимум. Эта программа с той поры, а была поднята тема на съезде учителей. Помните, Феодосия Васильевна? Да, тогда Евгения Исаевна была министром. И при Штурове эта программа была создана. Правда, немножко его видоизменили, потому что изначально программа была о строительстве объектов образования в сельской местности. А потом его переделали и сделали его программой строительства образовательных учреждений в целом. Потому что было время, когда по 10 школ не удавалось построить. Денег не хватало. А сейчас эта программа продолжает работать.
Мы должны выйти на долгосрочные перспективные решения, опираясь на резолюцию этого съезда. А если мы только обозначением проблем займемся и будем общими фразами, общими словами там напутствовать учителей, работайте дальше, как работали, вот так и дальше и утонем, исчезнем вместе с нашим родным языком. Все. И не только речь идет о нашем родном языке, а о языке народов КМНС. Кстати, параллельно там съезд будет. В Петербурге, да? В Москве будет съезд, там идти параллельно по КМНС. Но они пробили этот вопрос, и там они проводят, но не знаю. Да. А насчет перспектив родного языка, что там по 50 языков? 50% языков исчезнет. Исчезнет. Вот помните, Расул Гамзатов говорил, если мне скажут, что аварский язык умрет завтра, я готов уйти сегодня. Давайте вот примерно такой настрой у нас должен быть. Вот с таким напутствием давайте мы завершим сегодняшнее наше совещание. Результаты сегодняшнего совещания вы мне послезавтра, в среду. Это должны быть конкретные рабочие, дискуссионные, демонстрационные площадки с участием вот этих наших товарищей, которые сегодня выступили с предложениями. Да, некоторые могут объединиться по тематике, по темам. Все, спасибо.